Найбольшая колькасць злачынстваў за мінулыя выхадныя зафіксавана па лініі крымінальнага вышуку – 25. Раскрыта на працягу суток – 16. Затрымана 17 подозреваемых особ. В Березовский РОВД обратился местный житель, который сообщил, что, отдыхая в одном из кафе города, он забыл в туалетной комнате свой кошелек с более чем 500 рублями и банковской карточкой. Через некоторое время он забытую вещь не обнаружил и обратился в милицию. Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что хищение совершила жительница города Березы 1980 года рождения. Ее действия были квалифицированы как кража. Возбуждено уголовное дело. За мінулыя выхадныя зарэгістравана 4 дорожно-транспортных здарэнні. 2 чалавекі загінулі, 6 атрымалі раненні рознай ступені цяжкасці. В результате происшествия молодой человек, водитель транспортного средства, от полученных травм скончался на месте происшествия. 20 октября около 21 часа на автодороге Р-85 Слоним-Высокая зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 34-летний житель города Бреста, управляя автомобилем марки BMW, при осуществлении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки Альфа-Ромео. В результате происшествия 54-летняя женщина, пассажирка автомобиля марки BMW, которая находилась на заднем пассажирском сидении и была пристегнута ремнем безопасности, погибла на месте происшествия. Супрацоўнікамі брэсцкай мытні выяўлена 121 адміністрацыйнае правапарушэнне на мяжы. З пачатку года таксама прадухілена звыш 50 спроб незаконнага перамяшчэння грашовых сродкаў праз мяжу. Чарговы выпадак на мінулых выхадных быў у пункце мытнага афармлення Брэст-Цэнтральны. Грамадзянка Украіны ў цягніку Москва-Парыж спрабавала перавесці без дэкларавання 9800 евро. Валюта канфіскавана. Пачаты адміністрацыйны працэс. 7 пажараў зарэгістравалі супрацоўнікі МНС. 2 чалавекі загінулі, пашкоджана 2 пабудовы. В деревне Доманово Ивацевичского района пожар произошел в жилом доме в переулке Привокзальном. В результате этого происшествия погибла женщина 1958 года рождения. В Ганцевичах на улице Невского произошел пожар в двухквартирном жилом доме. В горевшей квартире, в комнате, которая не была охвачена огнем, на кровати в бессознательном состоянии был обнаружен ее владелец, мужчина 1965 года рождения. Его доставили в Ганцевичскую центральную районную больницу, где спустя некоторое время констатировали смерть.